Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda. Dalı birisi, dalı birisi, dalı birisi dallarda. Sandığa şimetip sayra сиген ярым кайларда. Вот. Аскалка послужила мне микрофоном. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня своими секретами поделится с нами замечательная певица, солистка Казанской филармонии и просто красавица Алсу Абулханова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно же, пришла не с пустыми руками. Ой, как хорошо. Да, я принесла вот такую сувенирную тарелочку. Ну, может быть, это не очень оригинально. Не имею привычки носить свои диски, альбомы и так далее. Ну, и для поэтому, нас это впервые. ну, вы знаете, я сейчас наблюдаю вас в гордом одиночестве, в этой холостяцкой кухне, решила привнести такой, знаете, небольшой уют, такое свое женское вложение, да, в интерьер. Алсу Абульханова – певица, солистка Казанской городской филармонии, телеведущая. Родилась в Воркуте, закончила музыкальную школу, музыкально-педагогическое училище по классу баяна и Казанскую государственную консерваторию по классу вокала. Еще во время учебы в консерватории получила приглашение в филармонию, где и работает по сей день. Замужем, сыну 5 лет. В 2006 году получила образование телерадиоведущей в Москве в школе телевидения Останкино, после чего была приглашена на телеканал ТНВ в качестве ведущей программы «Доброе утро». Лауреат конкурса «Татар-жиры-98», премии «Алтын Барс Татар-жиры» и многих международных конкурсов. Что мы сегодня будем делать и самое главное пробовать? Сегодня мы будем, с вашего позволения, готовить блюдо, которое называется казан-пирога, то есть казанский пирог. Но название оно свое, я так понимаю, получило не потому, что это какое-то такое, знаете, большое такое сооружение. Казанский пирог похож на варенички. Да? Да, и этому блюду меня научила бабушка, Мишарка. Я была еще маленькой, когда она поделилась своим секретом. Вот каким-то образом остался рецепт у меня в голове. И вы знаете, это блюдо очень простое, и, несмотря на это, очень вкусное, и почему-то очень редко встречается. Итак, что для этого нам потребуется? Для этого нам потребуется все то, что вы уже приготовили для нас. Ну, это творог. Причем творог обязательно должен быть, знаете, рассыпчатый. Я бы сказала, домашний. Затем для теста нам нужно кипяченую воду, стакан кипяченой воды. Яйцо мы пустим в начинку, то есть это будет с творогом. Но мука, естественно, тоже для теста. Да. Высшего качества. Казан-пироги или эремчек пельмене – это вареные пирожки в форме полумесяца из пресного теста с начинкой из творога и зелени. Готовится быстро и очень вкусно. Значит, вы занимаетесь начинкой. Я вам доверяю такую, знаете, ответственную миссию. Ну да, то есть это вещь, Отложу. которая... Вот этот весь творог перекладываем в посуду. Это будет наша начинка. Вы можете все, вы знаете, прям вот смело туда Вот так выкладывать, да, с помощью там ложечки. Валера, туда нужно добавить одно яйцо. Я думаю, одного яйца будет достаточно только для того, чтобы скрепить вот эту массу. Если будет очень густо и сухо, то можно добавить еще одно. То есть слишком жидким начинка, жидкой слишком не должна быть, но и сухой, конечно, тоже. Да? И по вкусу добавьте туда, прошу вас, соли. Но вкусы у всех разные, поэтому, пожалуйста, не пересолите. Вот, а я пока займусь чем? Тестом. Значит, делаем мы его без яиц, на воде. Чуть-чуть подсолим тоже. Можно? Можно. Спасибо. Алсу, кто учил готовить? Вы знаете, я старший ребенок в семье, у нас было 3 девочки. И я старше, но при этом большая разница. То есть лет 7 я была одна, и потом подряд родились мои сестренки. Ах, вот так вот. И я уже даже не помню, кто меня учил готовить. По-моему, меня никто учил. По-моему, это было просто уже... Необходимость. Да. То Я есть была приходилось вынуждена научиться. смотреть за своими сестренками. Да. Ну, вообще, мама у меня повар по образованию, а папа готовил очень вкусно. И иногда мы даже больше любили кушать то, что приготовил он. Может быть, потому что у него это... Ну, мужчина готовит лучше. Понятно. Да простят меня бабушки и домохозяйки, которые делают это великолепно. Я уж, знаете, как-то так вот... Вы же умеете, как вы считаете, я правильно делаю? Да.
На мой взгляд, просто восхитительно. Понимаете, неважно, каким способом это сделано, главное, чтобы это было вкусно. Совершенно верно. Правда? Да. И чтобы не было комочков, чтобы была однородная консистенция. Это и в музыке, и в жизни, и вообще в любом творчестве. Это Конечно, конечно. То есть А это самое главное, должно вы быть- знаете, вот говорят рецепт, вы записали рецепт. Зачем его записывать? Это же как сказка, да? Она Конечно. передается из уст в уста, Совершенно каждый верно. раз видоизменяется, постоянно добавляются новые герои, новые ингредиенты, новые какие-то персонажи. Все время для себя узнаешь что-то новое. Конечно, и при этом блюдо становится просто все лучше и лучше. А Ну, потом из национального оно перерастает в какой-то в кавказский, какой-то другой национальность, да. Ну, вообще, как бы татарская кухня-то она много взяла в себя из других кухонь, Вот, в кстати, том числе, да. знаете, я хотела рассказать вам о чем. О том, что научила меня в детстве бабушка готовить это блюдо. Ну, почему-то на тот момент оно действительно показалось мне безумно вкусным. Ну, оно так и есть. Но дело в том, что когда я училась в консерватории и первые годы жила в общежитии, чему я очень рада, потому что это такая, знаете, не то что школа жизни, но это незабываемые годы просто, согласитесь? Проживание в общежитии. Конечно. Не буду говорить тем более в нашем общежитии. Сейчас вот повезло целая студентам, школа которые... жизни. Да, у нас было прекрасное общежитие. Сейчас там, конечно, повезло тем, кто учится сейчас, там все сделали по последнему слову. Ну, а у нас было все очень романтично, знаете, На 38 ледяная комнат и вода всего одна уборная. и так далее. Но, несмотря на это, проверяем соль. Так, Немножко можно добавить. хорошо. Так вот, и мне со мной в комнате жила девушка, мы с ней очень подружились. Она старше меня была на несколько курсов из Чебоксаров, чувашечка, Наташа Макеева. Сейчас она является солисткой оперного театра Екатеринбургского. Серьезной партии поет, мы созваниваемся частенько. Она говорит, у нас есть все для того, чтобы приготовить хузан пирога. О, Я говорю, что такое хузан пирога, давай приготовим срочно. Она говорит, вот давай ты помогай. И она начала вот делать то, что мы делаем сейчас. Я говорю, подожди, Наташа, она говорит, это наше национальное блюдо в Чувашии. Я говорю, подожди минуточку, а почему хузан? Ну, мы так поняли, что хузан это Казань. да, И получается, что это все-таки казан пирога. конечно, да. И что оно все-таки вот позаимствовано, видимо, из Из нашей нашей культуры, да, из нашей кухни. Как вы относитесь к татарской кухне? Любите ли? Ну, я великолепно отношусь к татарской кухне. Кухня, она, вы знаете, может быть, она ведь не обязательно должна быть богата разнообразием каких-то изысканных блюд, да? Кухня может быть очень простой, но при этом, понимаете, домашний, уютный, вкусный, Ну, конечно. ароматный. Правда? Да. Вот вы выросли за пределами Татарстана, да? Да. А что, то есть какой был первый момент, то есть когда вам захотелось именно вот к татарской культуре обратно вернуться? Ну, несмотря, ну, как вернуться, у меня семья-то татарская была. Всё-таки, да? А они-то ведь выросли в деревне, папа с мамой. И несмотря на то, что я родилась в городе Воркута, на севере, самая крайняя точка к Северно-Ледовитому океану, вот. Несмотря на это, в семье-то у нас все традиции сохранялись. И мало того, каждое лето я приезжала в деревню бабушки, в Татарстан, это Дрожжановский район. Вот, и, в общем-то, мы и не отрывались от национальной кухни, от национальных каких-то, скажем так, традиций. И язык я изучала, как могла. Представляете, как славно. прекрасно получилось. Да, и даже как-то, по-моему, эстетическое удовольствие получаешь Да. от того, что вот такое вот тесто. Смотрите, я Здорово, даже да? похвалюсь. Алсу, кто выбрал вам профессию? То есть родители, как правило, это делают в детстве, отдают в школу музыкальную? Или у вас было какое-то другое? Я понятия не имею, кто, но даже никакого сомнения не было в том, что моя профессия должна была быть связана с музыкой. Во-первых, еще один секрет сейчас открою. Об этом я никогда никому не говорила. И не знаю, зачем говорю я об этом сейчас. Когда во 2 классе общеобразовательной школы я заявила родителям, что мне просто необходимо в музыкальную школу, что нужно учиться игре на каком-то инструменте, да, осваивать музыку. Причем пела я, естественно, с детского сада начиная. Ну, это вот традиционное вставание на стульчик перед гостями, да, и там выступает Алсу Абульханова и так далее. Замечательно. Так вот, когда мы пошли в музыкальную школу, и резко была огромная очередь, и почему-то закончились места на фортепиано.
То есть надо было оставить какой-то инструмент, вокального отделения не было. И, естественно, все девочки хотят играть на фортепиано. А скрипки речи быть не могло. Со скрипкой я не дружу. Да. Вот. А Мужской фортепиано — это просто классика, понимаете? И прямо передо мной заканчиваются места. И папа с мамой мне говорят: Алсу, ну давай перейдем на следующий год. В этом году не повезло. И у меня случилась такая истерика. То есть на тот момент я, конечно же, не понимала, что в выборе инструмента тоже нужно быть очень осторожным. Мне было главное попасть в музыкальную школу, понимаете, во что бы то ни было. И мне сказали: хорошо, тогда есть скрипка и баян. И папа сказал: баян. И сейчас самое главное. 5 лет я отдала музыкальной школы, 5 лет своей жизни я отдала обучению игры на баяне. Затем я поступила в музыкально-педагогическое училище, еще 4 года отдала игре на баяне. В итоге у меня 9 лет стажа. Игре на баяне, да. Никто этого никогда не видел, но если я сяду, я сыграю все. И даже год преподавала в детском творчестве и подыгрывала на баяне. Здорово! Сейчас вот немножечко вернемся к рояля тексту. в кустах-то у нас нет, сейчас тут Баян баянчик. в кустах, из-под плиты. Да. Я не буду этого делать, я ужасно этого стеснялась всегда, потому что он, понимаете, он такой большой, естественно, у меня торчала только макушка. Я его постоянно укладывала так, чтобы видеть всю клавиатуру. Значит, педагоги били по рукам: подними, смотреть нельзя, потому что должно было быть все, значит, на ощупь, да? Да-да-да. И я, значит, украдкой, пока она не видит, опять его переворачивала, все это подсматривала, потом опять выпрямляла, ничего. На экзаменах меня видно не было. Было видно только баян, он сам по себе раздвигался. Я могу представлять эту замечательную картину. Вернемся к тесту. Сейчас нам нужны такие, знаете, если мы лепим вареники, то нужны такие вот круглые шарики, да? А я, наверное, вот так могу делать. Да, вы можете так уже делать. Слишком много теста не нужно. Вы просто раскатываете как есть. Да? Такой нормальный? Прекрасно. Да? Ну, тоже сильно не усердствуйте. Знаете, сейчас, потому что оно плотно жестковато, слишком будет. чтобы не стало, да. Soflığın cihan kanlarından Sırların nurlim keşnen Jil bulup eysem Kuş bulup uçam Seni yaratırışım Алсу, как в судьбе появилась Телевидение. должность телевидения? Да, то есть должность, я хотел сказать, вообще карьера телеведущей. Сейчас расскажу. Я пока буду раскатывать вот эти лепешечки, да? А когда уже будем лепить, мы поставим воду, да? Хорошо. Кипятить. Когда вышла замуж и родился мой ребенок, Амирчик, сын, и когда я сидела в декрете, я почему-то подумала, что, наверное, с певческой карьерой у меня уже, в общем-то, все. Закончилось. Да, почему-то я так решила, Так вот. хотя получилось совсем наоборот. И у меня почему-то так вот, знаете, закралась такая мысль. Нужно сменить сферу деятельности. Сменить, но чтобы она была недалека от той, которой я занималась до этого, да? И вот таким образом, может быть случайно, а может быть это судьба. Именно тогда, когда я об этом задумалась, как раз я увидела объявление о том, что в Москве существует школа телевидения при Останкино, где обучают телерадио ведущих. Понимаете, не хотелось быть дилетантом и просто прийти на телевидение и сказать: вот, вы знаете, я решила быть ведущей. Кстати, очень многие так делают. Ну да. Пытаются сделать. А это вот дилетантство, оно, знаете, все-таки профессию надо хотя бы к ней прикоснуться. Мне кажется, ее нужно изучить, ну, изнутри какую-то базу получить, хотя бы чтобы уважать самого себя. И я сказала: я, Радик, хочу обучиться, поехать в Москву. Вот такое-то у меня родилось, значит, желание, и есть такая-то возможность. Он сказал: давай. То есть он И поддержал? я обомлела. Я не ожидала в этот ответ, я думала, придется уговаривать. И вы знаете, он мне очень помог, он сидел с ребенком, он, ну, в общем, все сделал для того, чтобы я в Москве вот это образование получила. И как раз открылась на телеканале, на нашем любимом ТНВ, «Утро» на русском языке. И мне предложили поработать, ну, то есть я попробовалась на «Утро». И, в общем-то, сделала выбор в пользу своего любимого татарского национального телеканала, тем более он спутниковый. И я подумала, что я могу принести как пользу своей родине. В общем, такие патриотические чувства у меня сыграли. Сейчас нужно поставить воду на плиту для того, чтобы она закипела. Мы будем в кипящую воду уже закладывать эти наши варенички и варить их там.
Тесто готовится из муки тонкого помола и воды. Воду следует брать холодную, даже ледяную. Тогда тесто долго не высыхает и хорошо склеивается при изготовлении. На стакан воды приблизительно 3 стакана муки и 1 чайную ложку соли. Налейте воду в миску, посолите и, добавляя понемногу заранее просеянную муку, замесите тесто. Разделите тесто на кусочки, скатайте шарики, дайте отстояться и затем раскатайте скалкой в круглые лепешки. Валера, вы знаете, я вас попрошу нарезать зелень, да? Вода у нас закипела, мы ее подсолили. И давайте сделаем так. Если у нас не хватит начинки, мы можем несколько штучек, например, 2 сделать с таким секретом, то есть без творога, но с зеленью. Нарежьте отдельно лук, он пойдет в начинку. А вот всю остальную зелень для того, чтобы вот украсить. Алсу, кто составляет вам репертуар? Вы сами выбираете? Составлять репертуар. Выбираю сама, к счастью. И очень рада, что в последнее время, несмотря на то, что развивается шоу-бизнес, и у нас в Татарстане многие начинают песни продавать, я очень счастлива, что с некоторыми из композиторов дружу очень плотно, и слава богу, или как, Аллах ашкар, песни покупать приходится очень редко, в основном мне их дарят. Я знаю, что вы поете на многих языках, но что больше всего нравится? Больше всего я люблю петь в данный момент на татарском. На татарском я не кривлю душой. Если раньше мне не всегда давалось исполнение на татарском с национальным колоритом, то сейчас я стараюсь это делать и вносить именно что-то фольклорное. И бывая за пределами нашего города и нашей республики, тоже зачастую хочется петь именно на татарском. То есть для того, чтобы представить свою республику. А что-нибудь нам сейчас показать можете? Ну, вы знаете, пою я на татарском. На немецком. Чаще. Но сейчас вот, так как мы готовим, да, и вот настроиться на то, чтобы петь что-то серьезное, конечно, невозможно. Но я спою просто что-то такое народное. Например, Талабересе, 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 таларда, талабересе, 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 таларда, сандуğa шеметип сайрасиген ярым кайларда. Вот. А скалка послужила мне микрофоном. Ну, смотрите, в общем, в лук мы в творог, начинку, мы добавили лук. Его нужно было намного мельче, но я вам прощаю это. Спасибо. Нет, если ты с самого начала сказал, что его надо так мелко-мелко Ну, а как же, изрубить. вот, как вы думаете? Я человек, знаешь, какой? Крупный. Да. Мне Хорошо. чем мощнее порезан лук, тем лучше. Вот и посмотрите. Вот такая у нас начиночка получилась. Да? Да. А все остальное вы мелко порезали, я надеюсь, мелко для уже того, чтобы украсить. Ну, лепить меня тоже учила бабушка. Показываю 1 раз. Надеюсь, что вспомнится. Значит, 2 мы делаем с сюрпризом, да? И поэтому давайте 2 первых вареника начиним только зеленью. То есть это не является национальным блюдом, это просто наша такая шутка. Потому что нам интересно знать, кому это достанется. Должен быть кто-то счастливый. Смотрите, значит, закрываем. Так. Закрываем. Залепляем, да? То есть Да. соединяем. Да-да-да. Делаем такой. Соединяем. А затем начинается узорчик. Значит, прижимаем, залепляем. Прижимаем, залепляем. Прижимаем, залепляем. Прижимаем, залепляем. Прижимаем, залепляем. Сможете освоить? Не. Вот он у нас пустоватый, когда плотный вареник, это делается легко. То есть плетется такая косичка, видите? Вот Да, 2 конечно. пальчика. Раз, раз, раз. То есть, опа, сплели. Здорово. Такая косичка. Бабушка учила меня делать их маленькими. Все-таки. Да, Наташа сделала большими. Вот сейчас у нас так вот, ну, по воле случая получились они тоже большими. Я думаю, это неплохо. Потому что когда эти вареники будем подавать, их можно разрезать пополам и в каждую половинку сливочного масла добавить. Это очень вкусно. Или сметаны, или вот у нас тут катык прекрасный. То есть кто с чем хочет, запивает, дополняет. Есть такая расхожая фраза: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, может быть, в этом есть доля правды, потому что, вы знаете, даже вот не будучи мужчиной,
И я замечала, что когда я голодна, я страшна. Страшна в гневе. Потому что человек, он так устроен, он должен поесть, да, и после этого он расслабляется, становится добрым. Наверное, в этом есть доля правды, но вот конкретно за своим мужем я этого не замечала, поэтому привести пример могу только на себе, знаете. Смотрите, какие прекрасные. Молодец какой. Так, я заготовку Вы еще только сделал, да. заготовочку сделали, я уже 3 слепила. Извините. Покажите канитель. Канитель. Так, значит, загибаем. Так, Вот так, прижимаем. прижимаем. Нет? То есть вы на весу не хотите это сделать? На весу? На весу? Да, смотрите, Ну-ка. еще раз. Вот 2 пальца, Так, прижали, загнули, Загнули. прижали, согнули. загнули, прижали, загнули, прижали. То есть 2 пальцами загибаем, прижимаем, Ага. загибаем, прижимаем. И вот эту вот площадь большой не делайте. Лучше Не надо, да? наполнить лучше начинкой, чем Я просто хотел тесто. как-то- Прежде чем заложить немного, мы же воду подсолили, и можно немножко добавить сливочного масла. Для того, чтобы, они так, знаете, были не пресные. Да? Растопим в воде. И вот в эту кипящую воду закладываем, да, потихонечку. Перед этим говорим «Бисмилляхи рахмани рахим». Обязательно. Без молитвы ничего нельзя начинать делать. Да-да-да. Закладываем наши пироги, вареники. Все-таки пироги. Кипящую воду. Название казан пирога, а выглядят они как вареники. Поэтому... Ага, с секретом-то всплывают. Ага. И вы знаете, варить Они надо легче? недолго. Так как творог, он не нуждается в приготовлении. Конечно. Как только вареники всплывают, через несколько секунд мы их достаем. Для начинки в рассыпчатый творог добавьте яйцо, посолите, тщательно перемешайте, приправьте мелко нарезанной зеленью. На каждую лепешку чайной ложкой выложить кусочек начинки, лепешку свернуть пополам и край аккуратно защипать 2 пальцами. Готовые казан-пироги разложить на поверхность, предварительно посыпанную мукой. Варить непосредственно перед употреблением в подсоленной воде. Подавать на стол горячими, со сметаной, растопленным сливочным маслом, несвежей зеленью укропа, петрушки и базилика. Настоятельно рекомендуем. Попробуйте, вы не пожалеете. Приятного аппетита! Ну что, по-моему, у нас уже все готово. Наверное, нужно... Кипит? Да, закипело. После того, как закипело, в принципе, через пару секунд можно доставать. Ну, первые мы достаем те, которые с секретом. Ну, понятно. Уже понятно, кому они достанутся. Мне? Мгм. Что, сметаночку добавим и сливочное масло? Очень здорово. Так, сюда сметанку. Давайте стаканчик нальем котыка. Ну и все, и сливочное масло в серединку. Ну что, мне кажется, следует попробовать. Давайте попробуем. Сметанку. Сметанку. Очень вкусно. Вы не можете остановиться или вы в шоке? Чудо! Вот они вроде бы... Ну, знаете, когда голодный, можно, да? Это можно и когда голодный, и когда сытый, и когда Вы- всякие разные. Вы не остановитесь, пока не закончится все? А ты разве не нам наложил это, нет? Бам-бам-бам. Мне остается только напомнить, что сегодня секретами татарской кухни делилась с нами замечательная певица Алсу Абуханова. Спасибо большое за приглашение.